Ох, Руслан, у нас вот ЖЭО покрасили фундамент на доме, никого не известив, теперь требует, чтобы мы это оплатили. Вот я не знаю, что с этим делать. Слушай, я иногда тебя слушаю тебя иногда, да, я вообще не понимаю, на какой планете ты живешь. Ну скажи спасибо, что они вообще показали отчет. Руслан, Другие даже этого не могут добиться от управляющей компании. Руслан, куда потратили они деньги. обязаны отчитываться, они обязаны экономить деньги жильцов. Слушай, вот тебе все обязаны, государство. Мы тебе им платим, обязано, ты управляющая видела эту компания. строку содержания? Они твои деньги, ваши деньги, они уже потратили, посчитали, все, их больше нет, да? Я вот когда достаю из ящика эту квитанцию, да, там вот графа содержания, вот, ну там реально без пол-литра не разобраться, куда эти деньги идут. А и текучка, там, дела, работы, и вообще некогда этим заниматься. Ну, давай сегодня об этом поговорим, как найти управу на управляющую компанию. Это очень актуальный вопрос, давай. Давай. Если этот бизнес рентабельный, почему такие долги? Пообещали все сделать, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Ни одна работа у вас не получается. Знаете почему? Потому что у вас денег нету элементарно. Они же не хотят договариваться, они просто припираются. Такая картина не редкость в Уфе. Управление многоквартирными домами – это выгодный бизнес или он убыточный? Все очень просто и элементарно. Любым многоквартирным домом кто-то должен управлять. Только в Уфе насчитывается почти 200 управляющих компаний. От их работы зависит состояние более 4,5 тысяч многоквартирных домов. А значит и самочувствие жителей миллионного города. Как правильно и эффективно управлять нашими домами? Какие отношения складываются между жителями и управляющими компаниями? Насколько справедлива плата в графе «Содержание»? Эти и другие актуальные житейско-коммунальные вопросы мы с Алсу Сликаевой обсуждаем сегодня в студии «Честно говоря» вместе с нашими гостями. Итак, я их представлю. Андрей Крылов, первый заместитель предкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Роза Латыпова, руководитель одного из уфимских ТСЖ. И Раис Юмадилов, первый заместитель директора управления жилищного хозяйства Уфы. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. И прежде чем начать наш сегодняшний разговор, который будет честным, безусловно, давайте посмотрим на историю одного из уфимских домов. Поставили маячки. Примерно месяцев 6 назад отвалились здесь маячки. ЖЭО у нас пришло, это все дело заактировало, передало документы в УЖХ, ну а ВОЗ и ныне там. То, что это дом на улице Магистральной 2 в Демском районе Уфы буквально трещит по швам, видно невооруженным глазом. Трещины в стенах начинаются с первого этажа и идут вплоть до самой крыши. Люди говорят, что написали целую кипу жалоб и заявлений, но толка никакого нет. Этот дом построили 22 года назад. И с тех пор, по словам местных жителей, здесь никогда не производили капитальный ремонт. Как видно, парапеты на крыше пришли в негодность. Кстати, несколько бетонных блоков уже обвалились. И если не принимать здесь никаких действий, то и вся остальная конструкция может обрушиться. Проблемы с управляющей компанией были всегда, жалуются люди. Территорию убирают нерегулярно, фасад здания облупляется, нормальной дороги нет, крыша протекает, то и дело заливая жильцов. Зато квартплата стабильно растет, сетуют местные. Вот мы воюем с управляющей компанией сколько можем, чтобы они швы заделали. Они вот точечно заделывают, но это капля в море буквально. Опять вынуждены будем ругаться, опять вынуждены будем все свое время. Мы же все работаем. Мы все свое рабочее время вынуждены дому уделять. К сожалению, к великому. Недовольство происходящим у жильцов копилось не год и не два. Череда разочарований привела к решению сменить управляющую компанию. Но вот сделать это оказалось не так-то просто. По их мнению, именно финансовый интерес мотивирует жилищников бороться за дома. Ведь они по-любому приносят прибыль, от которой отказываться никто не хочет. 4 года назад, да, мы хотели уйти в Поволжскую управляющую компанию, но нам пообещали все сделать. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. У нас идет постоянно с ними борьба за выживание нашего дома. Вот. И поэтому надо как-то решать. А почему вы не смените управляющую компанию? Не смените? Ну, знаете, нам никто еще не предлагал, да. В управляющую компанию жители ходят как на работу, приносят бумаги, указывают на недочеты. Но там лишь разводят руками, мол, денег нет. Люди, между тем, считают, что средств не хватает из-за долга, который образовался у самой организации. А кто у нас в курсе счета у нас, арестован или не арестован? Я вот понять не могу. Вы пришли здесь узнавать проблему в арестованных счетах или не Конечно, счетах? конечно, я объясняю почему. Или решать вопросы по дому? Ни одна работа у вас не получается. Знаете почему? Потому что у вас денег нету элементарно.
Сейчас люди намерены обратиться в суд, чтобы там наконец-то избавиться от управляющей компании, а также лично обратиться к главе столичной администрации. Ведь только там, считают местные жители, им могут помочь разрешить ситуацию. Ну, конечно, страшно. Еще как страшно. А что делать? Другого жилья у нас нет. Другого жилья действительно нет. Ну, вот такая, к сожалению, ну, типичная, наверное, история. Да? Андрей, скажите, пожалуйста, кто виноват в этой ситуации, по вашему мнению, да, и что делать, чтобы избежать таких ситуаций? Ну, в данном случае необходимо управляющей компании установить маячки, вести наблюдение за раскрытием трещин, их движения будет, не будет. Если движения нет, то необходимо у собственника провести общее собрание и поставить дом на капитальный ремонт. Ответственность управляющей компании. Однозначно управляющая компания. Управляющая компания. А как с ними договариваться? Вот видите, они как разговаривают. Они же не хотят договариваться, они просто припираются. Договариваться не надо с управляющей компанией. У каждого собственника заключен договор непосредственно с управляющей компанией, где расписаны права и обязанности. Ответственность какова у управляющей компании? Перед собственником выполнить данный ремонт. А если они не выполняют эти обязательства? Если управляющая компания не выполняет свои договорные обязательства перед собственниками жилья, тогда в этом случае что В делать? этом случае они могут обратиться в суд или поменять данную управляющую компанию. То есть проводится общее собрание, принимается решение о расторжении договора с действующей управляющей компанией. С действующей, да. Выбирается на общем собрании новая управляющая компания. Это все документы оформляются, направляются в управляющую компанию. Управляющая компания готовит заявление о внесении изменений в реестр лицензии, направляет нам. Мы рассматриваем данное заявление. Если все в нормах закона, то включается. То есть это предусмотрено законом? Законодательством это все предусмотрено. Насколько сложно вот от управляющей компании отказаться? Вы знаете, с такой ситуацией, когда мы в 2007 году приняли наш дом, у нас тоже был дом строительным недоделком 21-го треста. Значит, то, что люди сами выясняют отношения с управляющей компанией, это сути не меняет, поскольку с управляющей компанией должно бороться через суды юридическое лицо. А кто такое юридическое лицо? Это товарищество собственников жилья, который имеет свой лицевой счет, который имеет свой договор с ресурсоснабжающими организациями, с управляющей организацией, и которая сама управляет, кто будет у них обслуживать. Вот 10 лет нашему ТСЖ, после того, как мы поняли, что бесполезно каждому собственнику бороться со строителями, с управляющей компанией, которую нам строители навязали, мы создали ТСЖ. Бесполезно каждому жильцу в отдельности. Бесполезно. Он только имеет право отсуживать свою долю. А если юридическое лицо существует, то ТСЖ выступает в интересах всех жителей дома. То есть вы рекомендуете всем домам исключительно, да. 10 лет практики показали, что вот такие ТСЖ, как у нас, большие, небольшие, они выживают, они управляют домом, управляют тарифами. У нас 5 лет тому назад был тариф 17,02, потом мы за спустили... содержание вы имеете? За содержание, да. А потом мы спустили 16, сейчас 4 года мы держим тариф 15,99. Но при одном небольшом обязательном условии, да, что в ТСЖ, в руководстве ТСЖ разумные, здравомыслящие, грамотные, компетентные люди. Да? Конечно. Жильцы, самое главное, жильцы этого дома. Да, у нас дом коммерческий, мы все пришли с госслужбы, мы себе создали некоммерческое предприятие при нашей организации, мы построили за свой счет дом, мы отвоевали свое право управлять своим жильем сами. Спасибо. Раис, ну вот у вас огромный опыт, да. Скажите, пожалуйста, что делать, как часто, вернее, вы сталкиваетесь с такими ситуациями, да, и что делать, чтобы их избежать? Ну, надо признать, что такая картина не редкость в Уфе, да, потому что столько лет шло запущение, так будем говорить, да. Капитальный ремонт, он только вот организован у нас с 2014 года. Именно региональный оператор, фонд капитального ремонта, да, и дома начали приводить в порядок. Вот слава богу, что есть. В данном случае, что жителям необходимо решить на собрании тоже о включении какого-то вида ремонта в капитальный ремонт на следующие или последующие годы.
Спасибо большое. Какими должны быть взаимоотношения между жителями дома и его управляющей компанией? Мы попытались найти оптимальные примеры, и вот что у нас получилось. При слове «управдом» у многих тут же возникает образ героини Нонны Мурдюковой в фильме «Бриллиантовая рука». И совершенно напрасно. Современные старшие по дому или подъезду приносят неоценимую пользу для всех жильцов. Добиваются качественного ремонта или уборки, ну или, к слову, улаживают конфликты между соседями. В этом доме номер 7/4 по улице генерала Горбатова в Уфе все жильцы знают, куда идут средства, указанные в платежках как содержание и ремонт жилья. Ведь они сами под чутким руководством Любовь Петровой выбирают, что им сделать в их дворе. Проверяю подъезды, чтобы было стать чисто в подъездах. Но народ не обижается, правда. Мне, когда есть какие замечания есть, народ уже говорит мне, конечно. А я уже стараюсь улаживать эти все дела. А вот так выглядят подъезды жилого дома. Яркая краска, мягкие игрушки и обилие зеленых насаждений. Ремонт делали 6 лет назад. Вы видите состояние нашего подъезда. Уже на будущий год я планирую снова сделать в подъездах ремонт. Потому что каждые 5 лет нужно делать. Любовь Петрову избрали управдомом еще 31 год назад, с момента постройки жилого дома. За это время территория, да и само здание постепенно преображаются. Асфальт, детская площадка, камеры наблюдения – это лишь малая часть, сделанная общими усилиями. Кстати, дом в 2016 году был признан лучшим в регионе. Командирша, ну что, командирша, успокоилась? Все у тебя сделано. Почти все. Не будешь все делать? Заставим, скажем, чтобы сделали. Чем больше квартир в доме, тем разумнее организация ТСЖ. Я правильно понимаю? Так? Да. Да, вот так. Ну, я могу возразить по этому поводу. Почему? Могу сказать, что малоквартирные дома, если у них между ними существует граница общей коммуникации, имеют право объединиться в одну ТСЖ. Это речь идет о фонде пятиэтажек. Когда несколько домов, которые расположены между собой, у которых проходит единая трасса, грубо говоря, территориально рядом имеют право организовать ТСЖ. Еще существует в законе вторая изюминка, вот такая же, как у нас. Можно управлять ТСЖ, иметь свое штатное расписание, фонд заработной платы, все суммы. Мы поступили совершенно по-другому. У нас существует правление, и в уставе нашем было написано, что мы имеем право обслуживающую брать любую управляющую компанию на конкурсной основе, и решают члены правления. Что мы и сделали. Мы открыли свой лицевой счет, он называется административные расходы. В чем фишка и коренное отличие от других вариантов? Что в нашем ТСЖ нет штатов никого. Мы заключили договор с городской управляющей компанией, которая на основании договора обслуживает нас. И мы графу содержания только перечисляем им. Вот так. Преимущество того, вот по поводу капитального ремонта, ТСЖ – это юридическое лицо. Мы открыли свой спецсчет на капитальный ремонт. В результате 2 года тому назад мы на 1 миллион больше чуть отремонтировали себе крышу. Сейчас мы копим на ремонт фасада и ремонта подъездов. Но у нас есть накопительный, и мы в течение 3-4 годов планируем какой-нибудь существенный капитальный ремонт. Понятно. Это преимущество ТСЖ. Мы у никого денег не просим. Мы просто копим и делаем. Вот вы знаете, постоянно приходится слышать, необходимо собрать общее собрание. Да? Но вы же понимаете, насколько сложно собрать людей многоквартирного дома. Ну, на сегодняшний день сложностей не для того, чтобы собрать общество собрание. Нет, это активность самих граждан, самих собственников. То есть в этом сложность. У нас очень пассивные должен люди. активно участвовать в жизни своего дома. С чем это связано? На общем собрании они принимают все решения, которые связаны с эксплуатацией, с содержанием, с ремонтом. Также и по тарифу содержания. Ну, соответственно, от их активной позиции зависит их собственное благополучие. Да, есть же несколько форм проведения общего собрания. Это очно, очно-заочное, в электронном виде. То есть в онлайн-голосовании можно сделать. Создали, проголосовали, приняли решение. Там не обязательно собираться всем. Тем более, как же все эти подписи, которых нужно, чтобы у каждого подпись электронное была? голосование. Электронное голосование на какой площадке? Эта площадка есть информационная система ГИС ЖКХ. Это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Каждый собственник должен в ней зарегистрироваться. Зарегистрировались, выбрали председателя, и спокойно все голосуют. Там стоит такой же период начала голосования, завершения голосования. Если это будет в очной форме проходить, пожалуйста, в очной форме люди собрались. Это понятно, Роза Зиновьевна, вы как собираетесь?
Мы очень хорошо знаем закон, и наши жители все знают очень хорошо закон. Существует 3 вида формы собрания, проведения, как сказала. Очное, которое невозможно собрать, поскольку кворум определяет, легитимно это собрание или нет, решение его правомочно или нет. Есть очно-заочно, когда собираются люди, специально, значит, мы оповещаем за 10 дней, собираются люди, а потом мы на решение, проекты решения раздаем по всем квартирам. И все обратно, там в установленных... Сколько в вашем доме квартир? 103 квартиры и 5 нежилых помещений. Это прилично. Это приличный дом. И сейчас в связи с ковидом нам предложили проводить полностью заочное собрание. Мы проводим это собрание совершенно, как вам сказать, без проблем. Закон, он многогранен, он очень удобен, и мы пользуемся. Главное им пользоваться, да? Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, ну вот Роза Зинуровна же так говорит, что в доме должен быть лидер, который знает про всех соседей, всех их поднимать, если кто-то там должен... Я уже понял примерно, к чему ты ведешь. Да. Мне кажется, это твоя роль. Слушай, ну вот лет через 20, когда уже время будет, заниматься будет нечем, я так представляю, Руслан Михайлович такой с палочкой или без палочки там поднимает жильцов на борьбу за свои права, да? Да-да-да. Слушай, если Руслан Михайлович узнает, что этот бизнес еще и рентабельный, он точно будет этим заниматься. Кстати, об этом мы еще не поговорим. Руслан, шутки шутками, но нужно поговорить про экономику, про то, что почему управляющая компания у нас на грани банкротства очень много в Уфе. Продолжим этот разговор. Давай поговорим. Смотрите во второй части программы. Мы никого денег не просим. Мы просто копим и делаем. Кадров не так много, грамотно. Кто определяет цифру в графе содержания? Дом требует больших средств намного, чем на сегодняшний день на него тратится. Управление многоквартирными домами – это выгодный бизнес или он убыточный? Все очень просто и элементарно. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, как эффективно управлять нашими домами. Говорить об эффективности нельзя без оценки финансовой ситуации. А на сегодня она довольно печальна. Ни одна из 8 крупнейших городских управляющих компаний в этом году не получила прибыль. В 2 из этих 8 начата процедура наблюдения. В отношении 3 направлены заявления о банкротстве. Что могло привести к предбанкротному состоянию? Как все это произошло? Тема нашего следующего исследования. В Орджоникидзевском районе Уфы сегодня плата за содержание достигает почти 16 рублей. Это едва ли не самый малый ценник по этой графе не только в Уфе, но и в России, согласно официальной статистике Росстата. Директор ОЖХ Орджоникидзевского района Артур Шигаргазин отмечает, что с каждым годом цифры в общей таблице расходов растут в пользу ресурсоснабжающих организаций. Управляющим компаниям в таких условиях работать крайне сложно, сетует Шигаргазин. Мы понимаем, жалобы, претензии наших жителей, но мы все в то же время должны понимать, что УЖХ города, районов – это не просто аварийно-диспетчерская служба, которую видно, это и многосотенные коллективы, это дворники, которые сейчас у нас работают за 3, слесаря, которые работают за 2, потому что эти тарифы не позволяют им выплатить нормальную зарплату. Они вынуждены работать на 2-3 ставках. А вот юрист и финансист Наталья Абубакирова с ним не согласна. По ее мнению, управлять домами вполне рентабельный бизнес. Главное – грамотно распоряжаться деньгами плательщиков. Вот наглядный пример. Дом на улице Парковой в Уфе. Люди создали ТСЖ и с тех пор проблем не знают. Все собранные средства жильцы регулируют вплоть до копейки. В подъезде даже висит доска, на которой отмечено, куда и на что будут потрачены деньги. Чистота территории. И мы можем сразу сказать, что вид деятельности у этого ТСЖ не убыточный. Более того, собственники имеют возможность контролировать расход денежных средств. Им полностью управляющий, товарищество собственников жилья дает отчет исчерпывающий. У них прекрасные висят большие информационные доски внутри дома, в каждом подъезде, где расписан весь перечень работ, которые делает управляющая компания этому многоквартирному дому. Нежелание вести диалог с людьми, необоснованно завышенные тарифы ресурсоснабжающих организаций и неправильно поставленная работа. Вот главные проблемы, из-за которых возникают убытки управляющих компаний, считает руководитель регионального
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Александр Дубовский говорит, что во взаимоотношениях управляющих и ресурсоснабжающих организаций правила игры обычно диктуют последние, а потому договоры не всегда отвечают интересам управляющих компаний и жильцов. С одной стороны, законодательство говорит, что управляющая компания должна вот, такие-то начисления делать, да? А ресурсоснабжающая организация, желая свои потери, свои недочеты в работе списать за счет управляющих компаний. Большая, ну, скажем так, вина управляющей компании, что, честно говоря, кадров-то, приходящих управлять домом и работать в управляющей компании, не так много, грамотных. Администрация города входит в акционерное общество УЖХ различных районов? Именно крупных. Администрация в лице какого-то предприятия имеет, значит, определенное количество акций в этом акционерном обществе. Сложная система управления, да. Мы, собственно, к чему ведем, да? Вопрос с подвохом на самом деле. Почему большинство крупнейших управляющих компаний, таких там, как ООО ТЖХ, это Ленинский район, там, или там АО УЖХ Советского района и другие, находятся в таком плачевном финансовом состоянии. И нужно отметить, что у людей такие формулировки вызывают именно, вызывают ощущение, что это компании, принадлежащие муниципалитету. И почему вот сейчас эти компании находятся в предбанкротном состоянии, о чем говорят все открытые источники? Вот как вы думаете, почему так происходит? Ну, я не знаю, может быть, от незнания о том, что вот крупные компании... Что у них с финансами? Что у них с финансами? Посмотрите, есть свои плюсы, есть определенные, конечно, минусы. Плюсы в каком плане? Вот разбить крупную компанию, ну, на несколько управляющих организаций, значит, посмотрите, вырастает, ну, как персонал, управление, так скажем, да, обязательно. В каждом предприятии нужен бухгалтер, в каждом предприятии экономист нужен, ну, директор. Ну, естественно, если вот разбить на управленческий персонал, то оно возрастает, услуги по управлению. Мы же говорим о чем, что в сознании горожан, все эти управляющие компании, в сознании горожан, я подчеркну, они имеют прямое отношение к городской администрации, ну, то есть к городским властям. Несмотря на разные формы их собственности. Вот, к сожалению, может быть даже, вот именно так, да. Если мы внимательно посмотрим жилищный кодекс, то в руках все содержание, эксплуатация в руках самих собственников. Вот прекрасный пример, вот то, что ТСЖ, да? А у нас вот по старинке привыкли к вертикали власти, и куда бегут люди? Бегут в свое ЖЭО. Хотя закон вот на сегодня предусматривает, любое время можно в одностороннем порядке расторгнуть договор управления, выбрать любую компанию. Это не так легко, расторгнуть договор управления с управляющей компанией. Есть и определенная процедура. В сюжете говорили Понимаете, вот в сюжете говорили, там, может быть, к сожалению, все это на эмоциях людей, да, обоснованно, четко с точки зрения закона, что предприняли то-то, предприняли это, такого нет. Все это расписано в жилищном кодексе, регламентируется действия управляющих организаций по управлению соответствующим постановлением правительства. Внимательно изучить. Если по закону все это действует, то сложности не вижу. Вполне возможно, да? Скажите, пожалуйста, а вот откуда могут все-таки возникать долги в несколько сот миллионов рублей? Это же очень крупные суммы. Ну, это, наверное, тема для, может быть, другой передачи, более основательной. Тут причин очень много. Начиная с того, что вот посмотрите, как с 2011 года тарифы на тепло, на горячую воду, на холодную воду повысились. На тепло аж... я же не помню, там 700 рублей с копейками было, а сейчас 2000 с лишним рублей. Почти в 3 раза. Так, а статья содержания, она также осталась, понимаете? А жители не хотят или не очень-то идут на такое, там, увеличивать размер платы. Да? Размер платы. Ведь стройматериалы, все это дорожает.
топливо дорожает. Статья всё это содержания дорожает, должна же понимаете? быть оправдана. Если вы говорите, мои услуги стоят столько-то, да, то тогда, наверное, любой житель поймет, что да, вот тогда вот это Вот будет в моей статье совершенно содержания. верно, Я да. права? Нет, ну вы... То есть статья вы правы, содержания, это же не понимаете? просто с потолка Вот взятая если- сумма за квадратный метр. Если вернуться к первому сюжету, да, опять-таки смотрим, должны принять решение на собрании. Жители верхних этажей говорят, нам надо кровлю отремонтировать. А жители первых этажей говорят, нам нужно трубы поменять или что-то там в подвале. Как быть управляющей организацией, если нет решения собственников? Кто определяет цифру в графе содержания? Ну, давайте я поясню. Кто? В данном вопросе все очень просто. Управляющая компания, проведя... Все очень просто и элементарно. Управляющая компания провела осмотр общего имущества, выявила те дефекты, которые необходимо сделать ремонт в следующем году, предоставляет смету расчетов, предоставляет собственнику за 30 дней до проведения общего собрания, где будет утверждаться тариф. Собственник изучает его. Через 30 дней проводится общее собрание. Но там процедура идет. За 10 дней вывешивается уведомление о проведении. Есть определенная процедура. Процедуру опускаем, да. То есть собственники, просмотрев, собираются с управляющей компанией и говорят, вот эта работа вычеркиваем, вот эту вычеркиваем, и тариф у нас из 20 рублей будет пусть 15. Управляющая компания говорит, без этих работ мы не проживем там зиму, допустим, надо сделать герметизацию межпанельных швов. Также кровля протекает. Убеждает собственника, и собственник говорит, да, действительно, этот тариф должен быть 20 рублей. Но есть случаи, когда они просто говорят, нам повышать тариф не надо, вот оставьте нам 5 рублей. А если они не могут между собой договориться? Если они между собой не могут договориться, то они могут это решить в судебном порядке. Или не принято решение на общем собрании, то любая из сторон может обратиться в муниципалитет для утверждения. Вот о чем мы сейчас говорим. Дома. Спасибо. Мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Готовясь к программе, мы по традиции опросили ряд экспертов по нашей теме. В чем корень проблем в сфере управления жилыми домами и как можно их решить? Давайте посмотрим. Да, вопрос в том, что вот этот УДН, который там придумали лет 7 назад, с ним до сих пор никто не может решить. Там, ни Госдума, ни правительство. То есть его по-всякому называют, его краят, там, ставят нормативы, там, делят там, на разные там, переначисления. То есть, и проблемы до сих пор существуют. То есть его придумали, и после этого начались проблемы. А они объясняют это тем, что у них большие долги перед ресурсниками за там, коммунальные услуги. Просишь раскрыть подробно, да, там, эту отчетность и какая сумма, там, сколько должны, например, там, в ЖХ Орджоникидзевского района там 900 миллионов должно. То есть, а кому, сколько, за что, почему, да? То есть, это либо долги жителей предыдущих периодов, это одно, либо это долги, как они называют, из-за того, что нормативы по УДН занижены, и им, соответственно, приходится это переплачивать. То есть, надо выяснить, никто это не объясняет. У нас получилось так, что практически собственник декларативно он является основным оператором этой деятельности, а фактически он отстранен от управления домом как таковой. На самом деле затратность механизма она намного больше, то есть денег дом требует больших средств намного, чем на сегодняшний день на него тратится. Вопрос там другой совершенно, и насколько эффективно тратится, правильно и все ли, да? Но даже если все суммы, которые собрать, то зачастую их просто банально не хватает. До тех пор, пока наша ЖКХ будет сидеть на двух стульях государственным участком, ничего хорошего из этого не выйдет. Управление многоквартирными домами – это выгодный бизнес или он убыточный? Я вам сразу говорю, как юрист, как финансист, как аналитик, что он очень прибыльный. Но при условии только, если все собранные денежные средства собственниками идут только на обслуживание конкретного дома. И опять же, я еще раз хочу вернуться к муниципальному предприятию «Расчетно-кассовый центр». Его руководство по согласованию, конечно, с администрацией городского округа города Уфы уже распределяют эти денежные средства, порой не по назначению. Если этот бизнес, насколько мы понимаем, из-за долгов убыточный, почему управляющие компании так за него цепляются? Откуда управляющие компании, как они становятся банкротами и что делать людям, которые с ними работали, у которых, допустим, за содержание платили и, в принципе, у них выходило, допустим, в плюсе, и управляющая компания им еще должна?
Но долги, откуда набрались, это другие органы должны заниматься. В данном случае ресурсоснабжающая организация просуживает данные долги с управляющей компанией в судебном порядке. И в решении суда там прописывается та сумма долга, за которую было предъявлено. Любая ресурсоснабжающая организация может обратиться к нам по задолженности, приложив туда акт сверки, где задолженность превышает двухмесячный платеж, или решение суда, вступившее в законную силу. К этой управляющей компании мы будем принимать меры административного воздействия. А у вас есть полномочия? Это лицензируемая деятельность? Эти полномочия, это грубые нарушения лицензионных требований. В этом у нас есть полномочия. Сколько нужно набрать грубых нарушений для отзыва лицензии? Для отзыва, для аннулирования аннулирования лицензии, да. Необходимо 2 и более правонарушения. В год? В течение, или вообще? В течение года. В течение года 2 грубых нарушения, и вы имеете право аннулировать эту лицензию, да? Вот скажите, пожалуйста, все-таки ответьте на этот вопрос. Этот бизнес сегодня рентабельный? Управление многоквартирными домами? Управляющие компании сегодня на рынке, их у нас 568 управляющих компаний, 360... В республике? В республике, да. 365 компаний, которые имеют дома в управлении. 121 компания без домов. Как думаете, рентабельный? Мы просто пытаемся разобраться в этом противоречии. Если этот бизнес рентабельный, почему такие долги? Можно просто на пальцах попробовать объяснить? Да. Просто на пальцах, конечно, да? конечно. Вот смотрите, по электроэнергии стоит общедомовый счетчик. Угу. Насчитал... И еще у каждого есть счетчики дома. Совершенно верно. У каждого есть тоже счетчик. Насчитал 100 киловатт, к примеру. По дому собрали еще 70 киловатт. Разница куда? Разницу на общедомовые нужды, так говорят. В графу на содержание общее. Не содержание. Дальше. Это другое. Дальше. На содержание общего имущества, да, СОИ. И жителям управляющая организация не имеет права вот эти остатки 30 все предъявлять обратно. Почему? Есть установлены предельные нормативы, выше которых не может. Вот 10 оттуда жителям управляющей компании предъявила, 20 осталось. И вот ежемесячно вот это ком нарастает. Значит, и по каждой услуге так ОДН. Почему так было сделано? Потому что управляющая компания должна экономить ресурсы и проверить, где у него протекает вода, проверили, где у него проверили, совершенно протекает. верно. Ну, все проверили, проблема? у него Хорошо. штаты есть, все, вода не утекает, все нормально. Откуда появляется вот эта разница? Откуда? Откуда? Тут факторы. Значит, есть контролеры, которые проводили обходы по графику ежемесячно. Значит, выявляется очень много вот на приборах учета, скажем, несанкционированные вмешательства, то есть простые магниты за руку ловили людей, или просто не передают вовремя показания, или искаженные показания передают, не вовремя передают показания. Из этого все это складывается, вот то, что говорил, значит, 20. И все это на управляющую организацию ложится. Согласитесь, что есть прибыльные плюсовые управляющие компании, то есть те, которые с долгами, это следствие отсутствия должного контроля со стороны их самих, так? Это же недостатки их работы? Их самих. Управляющих компаний. Недостаток управления. Я ни в коем случае не оправдываю ни одну управляющую компанию, да, это поймите правильно. Естественно, есть везде присутствует человеческий фактор. Безусловно, безусловно. Что надо сделать для того, чтобы избежать таких ситуаций? Да? ТСЖ это что? Это панацея? Это некоммерческое партнерство людей ТСЖ. Мы знаем, у нас что такое, нет прибыли, из-за которой возникли какие-то конфликты. Если я считаю, что управляющая компания все равно имеет цель прибыль, они же акционеры, они же должны что-то получить, у нас все, что мы зарабатываем, так скажем, от реклам, от установки водного автомата, от сдачи в аренду, мы все берем к себе и не делим между членами правления. Мы все это используем для блага нашего дома. Я приведу пример. То есть сдача в аренду помещений, да? Это не жилой фонд имеется в виду? Да. Все идет, ну-ка так скажем, в общий котел. На примере нашего дома.
дома. Тем самым на 15 рублей, Да. то есть плюс вот это, и Да. они укладываются. Уважаемые гости, резюмируя наш сегодняшний Дополнение. Дополнение. Чтобы сэкономить тепло, свет, необходимо делать энергосберегающие, применять технологии. То есть это утепление фасадов, энергосберегающие лампы, датчики, ставить регулирование подачи воды. Кто этим должен заниматься? Собственники на общем собрании принимают решение, управляющая компания Через управляющую делает. компанию. Да. Резюмируя наш сегодняшний разговор, Раиса, скажите, пожалуйста, вот все-таки к чему нужно стремиться, чтобы жильцы, собственники могли эффективно управлять собственным домом, многоквартирным? Вот, Стать собственниками. Да, стать собственниками. Хозяином. Хозяин. Этого дома. Дома, Каждый должен не квартиры, почувствовать. дома. Повторяться не буду. Вот, может быть, мы говорим громко, может быть, да, воспитать чувство хозяина. Оно так и есть. Вы посмотрите, вот жилищный кодекс, все, большие права даны, но в то же время и обязанности там есть. Если все будут придерживаться вот этого. То есть все права и возможности у собственников, у жильцов для этого есть. Вы это имеете в виду? В рамках действующего законодательства все предусмотрено. Есть случаи, когда люди создали ТСЖ, поработали, потом отказались от ТСЖ, ушли опять в управляющую компанию, потому что домом надо заниматься, работать. Это не так просто, что взял ТСЖ, создал, там посмотрел, да все так шикарно, все идеально. Этого не бывает. Это работа. Вот у нас есть яркий пример. Яркий пример, да. Почему у них получилось, что все хорошо? Потому что, скажем, собственник нам работать, ему говорит, что надо квартплату платить, чтобы не было долгов. Если будут долги, то там ничего бы не было. Спасибо. Спасибо. Да. Резюмируя, коротко резюме, да. Я считаю, что если мы живем в одном доме, я считаю, что нужно создавать обязательность товариществ собственников жилья, отвечать не только за свою квартиру и быть заинтересованным, чтобы наш дом был красивым, удобным, теплым, и чтобы туда после работы каждый бежал в свой двор и свой дом. То есть, резюмируя наш сегодняшний непростой разговор, очень коротко, да, каждый жилец отдельно взятой квартиры должен чувствовать себя хозяином всего многоквартирного дома. И тогда у них будет все хорошо. И договариваться соседи должны друг с другом. И контролировать управляющую компанию. Конечно. И заставлять ее работать. Сейчас мы начнем опять заново. Большое вам спасибо, уважаемые гости, да, за такой непростой, предметный, но, кстати, очень нужный и честный разговор. Большое спасибо. Он полезный. Приглашайте. Ну, объяснили сегодня, что ТСЖ лучшая форма управления домом, да? Но вот как договориться со своими соседями, мне сегодня никто так и не сказал. Слушай, ну ТСЖ действительно лучшая реклама, да, но вот мне кажется, что даже если мы организуем в составе нашего маленького сплоченного коллектива ТСЖ 5 человек, и то мы на условиях равноправия между собой не договоримся. Почему? Будем долго договариваться. Только вот при жестком диктате да? каком. Да, только так. Вот я же говорю, это прям твоя роль, Я быть начинаю об главой этом, ТСЖ. я начинаю об этом думать, лет через 20. Если да? без шуток, но у нас очень инертный народ. Если без шуток, Алсу, то никакой закон и государство здесь нам не помощники, только собственная активная жизненная позиция. Я Всё. надеюсь, Руслан, что мы не в холостую сегодня отработали. Надежда умирает последней. Недаром в слове ЖКХ есть буква Ж и буква Х. Перманентная реформа нашего многострадального коммунального хозяйства не прекращается последние лет 30. И все конца и края ей не видно. Потому что темнота и бардак – лучший друг не только молодежи, но и ловкачей и прохиндеев. Если перефразировать вождя мировой революции, то жилищно-коммунальные услуги – это прежде всего учет и контроль. И пока по завету дедушки Ленина мы все вместе, именно все вместе, не займемся учетом и контролем, мутная вода ЖКХ так и не станет прозрачной. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.